Здравствуйте, уважаемые львы! Рада вас приветствовать. И это расклад на ваш новый 2021 год. Посмотрим 12 сфер вашей жизни, что будет происходить в них, в этих сферах в 2021 году. Если что-то затронет вас в этом раскладе, обязательно пишите это в своих комментариях. Итак, ваша личность, ваши финансы, ваше общение, контакты, ваш дом, семья, недвижимость, ваша любовь, чувства, ваша работа, здоровье. Это у нас карта партнерства, карта кармической задачи на год, карта саморазвития, самообразования, карьерная карта, карта общества, которое нас окружает, и его влияние на нас, и карта нашего состояния внутреннего. Итак, начнем смотреть с первой сферы. Карта мага выпадает вам на старт вашего года. Это просто замечательная карта. Это когда мы действительно можем сделать все, что хотели. То есть мы здесь хозяева положения, и будет все получаться. А скорее всего, раньше у вас был какой-то застой или какая-то длительная подготовка вот к этому году, и начнет наконец-то все продвигаться, начнет наконец-то все улучшаться. А здесь у вас открываются способности, у вас появляется какая-то воля для того, чтобы действовать, да, вот в своем направлении, осуществлять свои желания. Вот только вы здесь руководите своей жизнью. Вы, конечно, можете испугаться и не сделать то, что вы хотели в этом году, но потом вы очень можете сильно об этом пожалеть. То есть обязательно нужно в этом году осуществлять все свои желания, все получится, прям вот вся сила в ваших руках. Может быть, будет помогать вам даже судьба, да, то есть обычно маг – это, знаете, такое духовное присутствие, когда есть высшие силы вот вместе с нами действуют, да, когда наш ангел-хранитель с нами действует, то есть у вас прям очень такая мощная будет поддержка, вы будете инициативны, вы будете проницательны, все будете вот чувствовать, как правильно делать, как правильно поступать. Возникнут новые какие-то дела, проекты, какие-то идеи придут, помощь придет. Очень хорошее будет для вас начало года, старт года. Да? То есть эта карта, она как бы все сферы обязательно будет освещать. То есть именно во всех сферах вы будете главным, вы будете решать, как вам жить, как вам поступать. То есть действительно здесь будут происходить такие вещи в этом году для вас, дорогие львы, что вы будете просто удивляться. Для вас это будет как чудо. Вы никогда бы не подумали, что на такое способны, да, и что можете осуществить какое-то свое желание. Может быть, оно для вас каким-то нереальным было, но все получится. Самое главное – брать инициативу в свои руки, ничего не бояться. Финансы, уважаемые львы, у вас 8 мечей в финансах. Но эта карта не такая простая. В финансах, скорее всего, придется потрудиться. И здесь ситуация, когда много препятствий для того, чтобы зарабатывать. Но, возможно, это и хорошо, потому что это укрепляет вас. Вот видите, здесь девушка, она к столбу прислоненная, а столб здесь как символ нашего стержня внутреннего. Да? Все вот эти вот трудности, они будут нас закалять, они будут давать возможность становиться сильнее, увереннее в себе, давать, может быть, какую-то опору на себя. Ну и, конечно же, здесь будут ситуации сложные с финансами, так как у нас все-таки препятствия существуют. Вот мечи стоят прямо перед нами, да, но не переживайте, все равно денег будет достаточно. Скорее всего, вы будете отказываться от каких-то способов дохода в этом году и будете искать новые, вот то, на что действительно можно опереться. А может быть, знаете, будет страшно отказаться от того, что стабильно, да, в пользу нового. Но вот эта карта говорит о том, что вы справитесь. 8 мечей у нас карта, когда нам даются какие-то новые права.
на что-то, да, мы получаем право на то, чтобы быть успешными, на то, чтобы двигаться вперед, как-то за пределы выходить возможного. То есть нам нужно освободиться здесь будет от чего-то, чтобы наши финансы вышли на новый уровень. То есть или это старые способы заработка, или это какие-то люди, которые нас вот удерживают, да, то есть они нам говорят: зачем тебе эти новые дела, вот у тебя есть стабильная работа, зачем тебе учиться, зачем тебе куда-то ехать, допустим, да, то есть тебе и так хорошо, вот держи то, что у тебя есть в руках, не отпускай. То есть вот такие люди, они могут вам, ну, как бы вас сбивать с пути, но вы знаете, что только вы здесь принимаете решение. И такой год, он редко выпадает, нужно воспользоваться этим шансом. Действительно, может быть, раньше вы зарабатывали очень тяжело, вам нужно было 1000 дел успеть сделать, может быть, у вас было сразу несколько источников дохода, да, может быть, какие-то мелкие, которые вот вам давали общий какой-то доход. А сейчас, может быть, вам нужно будет выбрать какой-то один. Да, вы можете какое-то время поддерживать старые источники дохода, но все равно у вас должен быть ориентир на какой-то новый источник, на который будет вас вот гораздо более сильнее поддерживать, чем то, что было раньше. В общем, не бойтесь, примите вот эту ситуацию, скажите себе: я смогу, я сделаю, и большинство из вас все-таки здесь начнут новое дело и откроют новый источник дохода. Это у нас сфера общения, сфера обучения, контактов наших. Здесь выпадает королева мечей. Королева мечей – это, конечно, у нас карта человека разумного, да, то есть вы будете действительно очень разумно относиться к тому окружению, которое вокруг вас есть. То есть вы будете не чувствами, а именно разумом анализировать, с кем, допустим, вам общаться, с кем не общаться, от кого отказаться. Потому что королева мечей, она очень часто отсекает ненужное. Да? Может быть, будут ситуации, когда вы почувствуете, что вот этот человек мне мешает, он мне ставит палки в колеса. Я не могу, допустим, больше с ним общаться, потому что он меня ограничивает, да, или, допустим, этот человек слишком холодно ко мне относится, или вот этот человек как-то вредит мне за спиной, и вы откажетесь смело от всего, что вам мешает развиваться, и от всех людей, которые вот с вами не согласны в плане развития вашего нового, да, вы, скорее всего, тоже разорвете отношения. А также эта карта, знаете, такая очень лояльная. То есть вы будете это делать так, чтобы не вызывать конфликта, то есть как-то очень мягко, да, ну, может быть, просто отстранитесь, да, и со временем эти отношения сойдут на нет. Для учебы очень хорошая карта, которая как раз говорит о том, что вы можете найти хорошего учителя, преподавателя, помощника, который даст вам необходимые знания для того, чтобы вот здесь вот реализоваться. Действительно, будет какой-то человек очень умный, очень мудрый рядом с вами, который вот поможет продвинуться. И также здесь ситуации могут быть каких-то разбирательств в вашем близком круге, да, может быть, будете какие-то отношения выяснять с братьями, сестрами, с соседями. Но вот старайтесь все-таки очень мягко, потому что, может быть, будет хотеться прям конфликта, поссориться так по-крупному, да. Нужно здесь как-то мягко реагировать, все-таки это королева, в ней вода присутствует, да, то есть очень мягко стараться избегать вот этих конфликтов и делать по-своему. Давайте посмотрим следующие сферы для вас, уважаемые львы. Выпадает в сферу вашей семьи недвижимости королева Пентаклей. Ну, просто у вас замечательный расклад. Если вы планировали что-то делать с недвижимостью, продавать, покупать, ремонтировать, строить даже, это просто великолепная карта для того, чтобы все получилось. Вот вы знаете, вы будете, во-первых, осуществлять свои планы, да, желательно, конечно, чтобы они до этого времени у вас были, то есть желательно запланировать как-то все, что вы будете делать с недвижимостью. Но здесь, скорее всего, вторая половина года, это не начало года, это где-то с июля начиная и дальше до августа.
и до конца года, скорее всего, эти ситуации нужно решать, а до этого времени вы будете, скорее всего, заняты вот собой, своей личностью, обучением, зарабатыванием денег, в общем, как-то выруливать будете в жизни, да, вот в первую половину года. А уже вторая половина года, она для вас более такая благоприятная, для вас, для вашей семьи. Может быть, нужно будет в семье как-то поставить вопрос о том, как вы индивидуально себя выражаете, да, чтобы у вас какие-то свои были цели личные, и чтобы ваши партнеры, ваша семья не мешала вам это осуществлять. Возможно, вам нужно будет куда-то поехать, возможно, потратить деньги на какие-то ваши нужды, на обучение. В общем, здесь, знаете, такая ситуация, когда вы добавляете себе своей индивидуальности того, чего вам не хватает. Не хватает для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы себя показать с лучшей стороны, проявить какие-то свои таланты, способности, заработать. То есть вы будете чувствовать себя действительно вот на высоте, да, вас будут слушать в семье, прислушиваться к вашему мнению. Вы, конечно, можете найти себе отговорки для того, чтобы не развиваться. Ну, допустим, там в моей семье как бы и так много проблем, я не могу сейчас уделять себе время, внимание, но тогда вот вы не получите то, что хотели бы. То есть очень важно, конечно, сказать себе правду, что если не сейчас, то когда? Если не сегодня, то завтра не будет никакого. То есть нужно вот прям набраться смелости и начать себя реализовывать, договориться со своими близкими. Кстати, может быть какая-то помощь вам в семье от женщины, да, может быть там с детьми, с работы, финансовая какая-то поддержка может быть. Не удивляйтесь, когда ваша семья, вот близкие ваши будут вам говорить, что вы слишком большие цели перед собой ставите, или вы слишком много на себя берете, или вы совершенно о нас не думаете, думаете только о себе, да, то есть не удивляйтесь, действительно может быть такая реакция, но это только подтверждает, что вам нужно заниматься собой, потому что всегда новое вызывает какой-то протест. Вы можете как-то себя освободить, найти место для себя в своей жизни. Давайте теперь посмотрим чувства, любовь, дети и творчество. Да? Ну, в основном мы здесь про любовь смотрим. Посмотрите, десятка жезлов. Очень странная карта для сферы любви. Тут должно быть наслаждение, отдых, праздник, а у вас здесь сплошные переработки и чужие обязанности на ваших плечах. То есть, если хотите, чтобы в вашей жизни было все светло, радостно и приятно, нужно себя разгрузить. Отдайте чужие обязанности тем людям, кто за это должен отвечать. Оставьте себе только свое. Вот, скорее всего, вам страшно, что ваши близкие люди не справятся с какими-то обязательствами, обязанностями. Но лучше пусть они сделают это как-то по-своему. Может быть, не всегда будет это хорошо, но вы себя разгрузите. У вас появится время для радости, да, для жизни. Вообще, вот у нас десятка жезлов. Это карта усталости большой. И когда мы очень сильно устаем, мы не можем радоваться, мы не можем быть счастливы. У нас нет сил на то, чтобы даже любить. Не то, что других людей, даже себя мы не можем здесь любить. Это вот призыв о том, что нужно выделять время на отдых обязательно, на какие-то приятные вещи для себя. И не брать на себя чужих каких-то обязанностей. Также у нас десятка жезлов. Это карта, в принципе, когда мы смотрим по сторонам и ищем для себя человека подходящего, да, то есть мы перебираем вот один партнер, второй, третий, четвертый, то есть у нас может быть много знакомств, а мы никак не можем решить, кто из этих людей действительно нам подходит, сможем ли мы кого-то из них полюбить. То есть может быть такая ситуация, когда нам сложно выбрать человека для любви. Если говорить о детях, очень много хлопот с детьми может быть. Опять же, постарайтесь себя разгрузить. Если говорить о творчестве, то здесь, видимо, будет очень много желаний, очень много
как бы планов у вас, да, и вы будете здесь все успевать. То есть для творчества это очень хорошая карта. Здесь, наоборот, вы максимума достигнете, полноты достигнете. Если кто-то мечтал о своем деле, пожалуйста, здесь все получается. Работа, здоровье. Вот и здесь тоже у нас переход, да, то есть возможность по-новому начать зарабатывать, по-новому работать, есть возможность поддержки, есть возможность обучения. То есть вы готовы к тому, чтобы менять свою жизнь, менять свою работу. Для здоровья тоже очень хорошая карта. Шестерка мечей нас призывает к разуму. Она призывает к тому, чтобы мы не просто жили спонтанно, а чтобы мы обдумывали каждый свой шаг, чтобы мы как-то обдумывали, как мы относимся к здоровью, да, выстраивали свой план какой-то, выстраивали свой режим дня, график, все прописывали обязательно. Это же все-таки мечи у нас, да. Шестерка мечей – это у нас поездка, может быть по работе командировки, может быть переезд даже, вот для того, чтобы работать, да, нам может даже потребуется переезд. Может быть, это даже офис, да, другой, или, может быть, наоборот, с офиса домой работа переносится. Для здоровья тоже карта, в принципе, очень хорошая. Здесь, знаете, вот если у вас проблемы со здоровьем, очень много зависит от врача. Вот если, допустим, у вас есть врач, который вам ставит негативный диагноз, обязательно проверьте у другого врача. Вот здесь, возможно, ошибка. Нужно обязательно к нескольким специалистам обратиться для того, чтобы этот диагноз был подтвержден. Скорее всего, первый диагноз, который вы услышите, он будет неправильным и лишь только зря вас расстроит. Давайте смотреть следующие сферы. В карте партнерства у нас выпадает паж мечей. Паж мечей говорит о том, что будет сложная, скорее всего, ситуация с партнерством. Но, во-первых, это может быть новые отношения, которые вот вы выстраиваете с новым человеком или, допустим, как-то по-новому стараетесь подойти к отношениям. Уже не с точки зрения эмоций, да, а с точки зрения разума. То есть, допустим, вы договариваетесь, как вы распределяете обязанности, вы договариваетесь, кто, допустим, за что отвечает в делах ребенка. Или, может быть, вы договариваетесь, вот, допустим, я учусь, у меня сейчас будет меньше времени, а давай ты вот эти мои обязанности возьмешь на себя. То есть здесь вот могут быть такие ситуации. Ну и, конечно же, здесь, если у вас нет партнера, да, это новое знакомство и привыкание такое, приспособление друг к другу. И человек здесь, скорее всего, будет очень так стараться вам понравиться. Много разных ситуаций будет, когда вы увидите, какой это человек на самом деле. То есть он будет как-то проявлять свой характер, и вы будете оценивать разумом, подходит этот человек вам или нет. Если же вы уже в отношениях, все равно какое-то приспособление, перемены происходят у вас в жизни, и вы по-новому как-то приспосабливаетесь друг к другу. Могут быть и конфликтные ситуации. Здесь очень важно ко всему относиться разумно и не пускать эмоции вперед разума. Карта, которая говорит о карме на год. Здесь выпадает карта старшего аркана, жрица. Очень серьезные требования у судьбы в этот период к вам, уважаемые львы. Карта Верховная Жрица – это изучение нового, да, это знания, которые вы должны получить. Это какие-то науки, которые для вас вообще раньше были какими-то недоступными, да, то есть вот нужно начинать, даже если у вас много каких-то отговорок, все-таки начните обязательно в этом году учиться. Это для вас откроет вообще новую жизнь, да, какой-то новый путь для вас здесь откроется. Даже в семье будут преобразования благодаря тому, что вы себя развиваете. А также это карта строгости, когда вы, может быть, не позволяете себе чего-то лишнего, не позволяете людям по отношению к вам чего-то лишнего, особенно те, кто в семье, да. А также здесь карта, знаете, таких
резких суждений, когда у нас есть принципы, да, и мы их придерживаемся. То есть вот это требует от нас наша судьба в этом году. И если мы этого делать не будем, то, конечно, будет проблема. То есть карта это очень важная, да, это наша как бы задача на год, скажем так, которую нужно обязательно выполнить, если мы хотим, чтобы все у нас в жизни было хорошо. То есть нужно освободить себя от каких-то обязанностей и заняться собой, своим развитием, образованием. Теперь карта вот как раз самообразования. Вот здесь открываются прекрасные возможности. Это и есть у нас карта самообразования, да, прекрасные возможности для того, чтобы раскрыть свои таланты, выйти на новый уровень, начать больше зарабатывать. А здесь вот карта, которая говорит о том, что надо показать себя, показать свое лицо, свое умение. Даже если вот мы еще мало что тут умеем, да, вот сразу получили какие-то знания, сразу начинаем практиковать, сразу показываем, как у нас это получается. Вот это очень важно. Для поездок какие-то новые места, новые возможности открываются в поездках. Смотрим дальше. Так. Карта карьеры. Посмотрите, какая замечательная карта карьеры. Старший аркан отшельник. Отшельник – это тот человек, который нашел себя, нашел свою цель, нашел свой смысл. То есть вы действительно в этом году поймете, что вам нужно в карьере, чего вы хотите достичь и как этого достичь. Да, придется много работать, да, придется, может быть, от чего-то отказываться, да, в плане вот каких-то удовольствий, но зато вы добьетесь того, чего хотите. То есть этот человек всегда находит то, что ищет. Также в карьере может быть еще какая ситуация? Может быть, вы будете искать весь год, прежде чем эта цель для вас откроется. Да? Может быть, потребуется работа в уединении. Да? Может быть, это будет удаленная работа в одиночестве. Может быть, вы будете искать много ответов внутри себя. А может быть, знаете, будет много искушений отказаться от цели, да, покажется она слишком трудной, да, слишком от многого нужно отказываться. И вот захочется, может быть, расслабиться, захочется пустить все на самотек. Вот этого не нужно делать, потому что прекрасное время для того, чтобы достичь того, к чему вы стремитесь. То есть это ваше предназначение, по сути, в плане именно социальной реализации, быть полезным для общества, понять свое предназначение. И вот как раз через обучение, через самообразование у вас это получается. Вот у вас и первая карта говорит об этом, и у вас третья карта, да, тоже карта образования, королева мечей. Ну, все карты у вас здесь переходные такие, когда вы меняетесь, когда вы меняете свою жизнь, особенно вот в сфере работы, в сфере деятельности. Карта, которая отвечает за окружение наше. Здесь опять же паж. То есть для окружения мы ученик, для окружения мы человек, который осваивает что-то новое, да, получает новый опыт, и уже какие-то первые приходят результаты здесь. Денежки уже приходят с вашего нового какого-то дела, от вашего нового развития. И ваше внутреннее состояние в этом году, уважаемые львы, просто замечательное. То есть, смотрите, здесь дьявол. Дьявол в данном случае может быть сомнение, конечно, да, сомнение в том, что нужно ли мне двигаться в новом направлении, да, может быть, остаться в старом, в комфортном, да, может быть, нужно поддаться уговорам близких людей, что вот не ходи туда, в это новое, зачем оно тебе нужно, да. Можно удариться в какие-то связи, тайные, допустим, любовные, да, то есть все это будет уводить от цели. Но, в принципе, вот это вот, знаете, борьба между добром и злом и желанием правильно выбрать путь или отказаться от него, она будет на протяжении всего года. И очень важно будет как раз
в этой борьбе победить, да, так как дьявол, он нас искушает, то есть искушения будут очень сильные, старший аркан у нас в подсознании, а может быть нужно будет, знаете, заняться подсознанием, и может быть есть какие-то у вас неправильные установки, которые вам мешают добиваться каких-то высоких целей, зарабатывать хорошо, может быть есть, знаете, обиды на людей, которые что-то плохое вам сделали, или может быть родительские какие-то обиды есть. Вот желательно бы их проработать. Может быть, даже, особенно, может быть, это, кстати, с отцом могут быть какие-то прошлые ситуации. Может быть, их нужно проработать на уровне подсознания. Может быть, полезно было бы обратиться к психологу, допустим, да. Скорее всего, что-то мешает вам двигаться вперед, и нужно с этим разобраться. Давайте посмотрим, что у нас важное. Сфера 10-го дома важна, карьеры, важно наше подсознание, важна наша личность, да, наша, как нас воспринимают люди. Очень важна кармическая задача. Но, в принципе, все карты такие двора, да, то есть они все говорят практически о том, что в вашем году новом будет очень много новых людей, новых встреч, новых выборов. Вот такой будет у вас год, уважаемые львы. Пишите свои комментарии, пишите на мои контакты, если хотите свой расклад. Желаю вам отличного Нового года, желаю здоровья, счастья в личной жизни и, конечно же, финансовых улучшений. Всего вам доброго, до новых встреч!